смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Здание Ледового дворца Элей Ботур было построено в 1996 году при финансовой поддержке целевого фонда будущих поколений. В спортивном комплексе находится главный каток Якутска. Также для желающих поддерживать свою физическую подготовку в спорткомплексе работает тренажерный зал. Наш гость в студии Владимир Хисамудинов, директор спортивной школы по зимним видам спорта. Владимир Тагирович, здравствуйте. Доброе утро. Мы начали... Я подвела к тому, что есть в городе у нас Ледовый дворец Элей Ботур, который работает с 1996 года. Скажите, а какие виды услуг сейчас Ледовый предоставляет? Вот буквально перед Новым годом нам получилось открыться, так как мы вели строительные работы. И вот уже с первых чисел, с 3 числа по 8 мы предоставили услуги массового катания для населения. Также наша основная задача – это воспитание юных хоккеистов и спортсменов по шорт-треку. Эти занятия мы возобновили и проводили уже в Ледовом дворце. А в связи с ремонтом, как долго вы были закрыты и не пускали посетителей? Да, мы были закрыты полгода, но, конечно, может быть, посетители не заметили глобальных перестановок внутри Ледового дворца, но на самом деле мы провели большие работы по ремонту Ледового дворца. Это поменяли кровлю впервые, с 1996 года она не менялась, поэтому в этом году это состоялось все. Чтобы проводить дальнейшие работы внутри, это было необходимо. Также заменили все трубы водоснабжения, канализации, также провели замену электрокабелей высокого давления, поменяли полностью освещение в Ледовом дворце. Ну и работы наши на самом деле не прекращаются. Мы их ведем сейчас и стараемся, чтобы посетители этого сильно не замечали, но работы ведутся, не останавливаясь. Сейчас у нас идет замена пожарных сигнализаторов, также будет вестись, вот на днях приступит уже к замене видеокамер. Ну и в дальнейшем все идет по плану у нас, вся подготовка к Детям Азии. Плюс небольшой косметический ремонт. Косметический ремонт весь, конечно, будет чуть-чуть позже, да, но мы его уже начали сейчас отдельными участками, уже начали проводить внутри. Он будет полностью проведен к Детям Азии. А вот когда шел ремонт в Ледовом дворце, где проводились все учебные тренировочные занятия, которые проводились раньше там? К нашему большому счастью, да, в прошлом году в Якутске открыт еще один Ледовый дворец. Это Фокс Улус, нашего подведомственного подразделения Министерства спорта, плавательного бассейна Чолбон, который находится в районе аэропорта. И наши коллеги нам предоставили время, и мы с сентября месяца занимались именно там. Получается, детишки, которые ходят по секциям, без дела не остались? Да. Скажите, а вот если мы говорим о массовом катании для посетителей, напомните, пожалуйста, с какого числа вы открылись и с какого... Это с января пошло или с конца декабря? Мы вот первое массовое катание провели 30 числа, и потом после выходных 3 по 8 проводили массовое катание по 6 сеансов в день. В общем, прошло у нас около 7 тысяч человек, покатались на коньках. Да. Ну, конечно, ажиотаж был в первые дни, но большинство посетители были довольны услугами нашего дворца. В этом году у нас обновленный лед, и люди были довольны. Ну и, наверное, есть льготы для тех, кто приходит поучаствовать в массовом катании. Да, обязательно. Льготы у нас для пожилых людей, для многодетных семей, для детей, чьи родители участвуют в СВО на сегодняшний день. И еще ряд льгот там для инвалидов. Все, которые предусмотрены Министерством спорта, у нас есть льготы. Владимир Тагирович, а ведь раньше в Ледовом проводились такие мероприятия, как, например, «Ночь на катке». В этом году такого еще не было? Да, пока еще таких не было мероприятий, но мы к этому, надеюсь, вернемся. Сейчас ребята, вот молодые катокеры, которые у нас арендуют лед, они уже готовятся, готовы назначить дату, но пока не определились. А вот вы когда сказали, что обновили ледовое покрытие, это говорит о том, что и новая ледозаливочная машина появилась? Нет, мы заменили площадку саму для подготовки льда. Это у нас раньше были айсматы, которые вышли уже, как бы говорится, свой срок годности иссяк у них. Более 10 лет назад они были установлены, мы их демонтировали. И сейчас новая плита у нас залита с полипропиленовыми трубами, как положено, уже стационарно установлена. И сейчас нам есть возможность быстрее подготовить лед. В этом году мы его подготовили буквально за 5 дней, поэтому это дает вот такие возможности быстро залить, подготовить, что-то там демонтировать. И все так же, как и прежде, соответствует температурному режиму и заданным стандартам?
Да, конечно. В 2023 году проводились ли какие-нибудь соревнования по хоккею и шорт-треку? Да, мы традиционно проводим соревнования. Это первенство республики среди детей, само собой, чемпионат республики среди взрослых мужских команд и также среди мужских команд 40+, ну это так называемые ветераны. Вот, два больших соревнования среди взрослых по хоккею и среди детей тоже два соревнования проводим именно вот в весеннее время. Вот. И также проводим городские соревнования для наших воспитанников. Это постоянно идет. Также чемпионат республики по фигурному катанию проходит. У нас принимают участие Нерюнгринский район, Мирнинский район, ну, где вот в основном развивается фигурное катание. Ну и, конечно, город Якутск. Также первенство республики по фигурному катанию проходит ежегодно. И по шорт-треку новый вид спорта, да, для республики, но мы также проводим первенство нашей школы и первенство республики в нашем дворце. Напомните, с какими итогами завершился спортивный 23-й? Ну, наши показатели, конечно, вот чуть-чуть, так сказать, приотпустили в связи с большим отъездом детей во время коронавируса. Много воспитанников наших переехало в центральные клубы и спортивные школы России. Но все равно нам удается держаться где-то в троечке на Дальнем Востоке. Конечно, это сложно. В этом году мы участвуем по 3 возрастным группам по хоккею. И по шорт-треку традиционно, вот уже за последние 3-4 года мы всегда занимаем призовые места, золотые, серебряные и бронзовые медали. В этом году у нас было 15 медалей за сезон по шорт-треку. Ну, плюс у нас есть отдельная база для подготовки к зимним видам спорта в Алданском районе, так что можно, наверное, смело сказать, что у нас очень сильные спортсмены в этих видах спорта. Да, Алданская школа очень хорошо, активно работает, но у них маленькое другое направление, хотя вот с обводом Ледового дворца Алдан сейчас тоже открыто отделение хоккея, мы совместно с хоккеистами Алданского района работаем, готовим детей, уже первый турнир вот проводили перед Новым годом, довольно-таки неплохо прошло. Были гости с Амурской области, приезжали, так что развиваемся. А будут ли какие-то состязания в этом году? В этом году чемпионат республики проводить не будем в связи с проведением зимней спартакиады, которая будет проходить в Нерюнгринском и Алданском районе. Хоккей и фигурное катание будет проходить как раз в Нерюнгри, а шорт-трек будет проходить в Алдане. Давайте тогда подробнее с вами поговорим о зимней спартакиаде. Заявлены ли участники из других регионов России или это только республиканское мероприятие? Да, конечно, это только республиканское мероприятие. Все участники должны иметь постоянную регистрацию по месту жительства в своих районах, городах. То есть за муниципальные районы они участвуют, только имея постоянную регистрацию, поэтому приглашенные какие-то спортсмены не могут участвовать. Ну вот такие соревнования, это же хорошая база для тех, кто потом будет совершать какие-то достижения в спортивной карьере. Давайте поговорим об успехах как раз-таки воспитанников спортивной школы. Да, за годы работы у нас довольно-таки неплохие результаты есть. Да. Сейчас у нас в прошлом году есть победитель первенства России, Тулеветер Федор, 2008 года рождения. Он сейчас играет за... В прошлом году, когда стал чемпионом, участвовал за автомобилист Екатеринбург. Сейчас переехал в Магнитогорск. Также у нас в Магнитогорске игрок МХЛ есть Ильев Илья, 2006 года рождения. И очень много вот маленьких детей, которые у нас сейчас переехали в Новокузнецк. Есть в ЦСКА у нас игроки Кобелев. И ряд спортсменов, которые вот сейчас свое мастерство повышают в разных клубах. Также воспитанники нашего филиала с Нерюнгри очень активно тоже у нас ребята развиваются. И есть несколько игроков, которые участвуют в командах мастеров в чемпионате Белоруссии. Ну и, конечно, нельзя не отметить нашего Андрея Кузьменко, который первые шаги сделал в волейболе, сейчас играет за границей в НХЛ. В клубе Ванкувер Кеннекс довольно-таки хорошие результаты показывает. Вот, также Артем Подшиндялов, который свою карьеру не закончил, до сих пор играет, но, или, к сожалению, или нет, сейчас переехал в Казахстан, играет в чемпионате Казахстана. Вот.
такие успехи. Но получается, что воспитанники спортивной школы очень даже успешно выходят на международный уровень. Так давайте с вами поговорим и о международных соревнованиях. 8-е спортивные игры «Дети Азии» состоятся уже этим летом с 25 июня по 7 июля. Ледовый дворец Элейботур заявлен как одна из площадок, на которой будут проводиться спортивные соревнования. Скажите, а вот какие виды спорта будут проводиться в Ледовом, если игры все-таки летние? Да, ну, традиционно у нас в Ледовом дворце проводятся соревнования по летним детям Азии. И в этом году у нас также будут проводиться соревнования по дзюдо, как и в прошлых играх, по тэквондо. И куреш еще у нас добавился, куреш — национальная борьба. Вот, Битва на поясах. да, с поясами. Ага. Скажите, а вот в Ледовом дворце же не так давно появилась еще и штаб-квартира как раз комитета международного по играм «Дети Азии». Как складывается соседство и сотрудничество? Да, спокойно проходит соседство, ребята работают, у них свое направление, у нас свое направление. Но в целом принимать как международная площадка спортсменов этим летом уже готовы. Готовимся, конечно. А ремонт планируется завершить, который шел уже на протяжении скольких месяцев? 6 месяцев. 6 месяцев. Даже, ну, чуть больше уже, да. И планируется его завершить? Мы планируем завершить все до 31 мая. Но вот после последнего обхода председателя правительства задача была поставлена закончить ремонт раньше, чтобы не оставалось там как бы люфта, да, чтобы все было готово. Но будем стараться раньше закончить. Ну, по плану 31 мая. Я думаю, вам удастся завершить все свои планы в срок и, конечно, принять ребят из разных стран на международных спортивных играх. И не только, еще и на республиканском чемпионате, который состоится уже скоро. Пусть и в городе Нерюнгри, но все равно здесь наши якутские спортсмены будут готовиться на высоком уровне. Владимир Тагирович, я благодарю вас за интересную беседу. Спасибо, что нашли для нас время и ответили на вопросы. Спасибо. Напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». До встречи в эфире.